Человек огромного масштаба, невероятный, добрый, родной. Именно так со слезами на глазах вспоминают Евгения Паланта. У главного офиса компании «Амобайл» сегодня многолюдно. Общественные деятели, друзья и коллеги Евгения Яковлевича пришли отдать дань памяти человеку с большой буквы. Сотрудникам тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, который стоял у истоков становления компании, ведь во многом благодаря его талантливому руководству и острому уму Амобайл стала процветающей, полезной и востребованной. Был настойчивый в своих взглядах, принципиальный во многих моментах. И все это он передавал нам, своим, так сказать, коллегам. Мы ему благодарны за все, что он сделал для нас. Он был неординарный, поистине выдающийся человек. Все, за что Женя брался, преображалось в свою лучшую форму. Женя обучил, вдохновил и направил очень многих наших молодых людей. Добрые глаза, искренняя улыбка и огромное сердце, которое не делило людей на своих и чужих. Евгений Яковлевич был не только руководителем и духовным наставником, он был другом, который сопереживал, умел поддержать и сказать нужные слова в трудную минуту. Он мог зайти в кабинет, попросить сварить ему чашечку кофе, потому что он говорил, именно у вас его вкусно варят. И я уверена, что он так говорил, заходя в каждый кабинет. И вот за этой чашечкой кофе с Евгением Яковлевичем можно было обсудить и далеко не рабочие вопросы. Он мог спросить, как у вас дома дела, как в семье. И если он спросил, значит, он на самом деле этим интересовался. Он не просто так это спрашивал. Среди собравшихся много деятелей культуры, и это не случайно. Евгений Яковлевич любил искусство во всех его проявлениях, особенно трепетно относился к театру. Он был меценатом Государственного русского театра драмы имени Искандера. На официальной странице театра сотни комментариев сочувствия. Многие лично не знали Евгения Паланта, однако слышали о его добрых делах и масштабной деятельности на благо экономики и культуры Абхазии. Очень любил нас, любил наших артистов, наши спектакли и, конечно, очень помогал нашему театру. Я эту помощь всегда ощущал, знал, что он, если какая-то сложная ситуация, он обязательно будет рядом. И для нас, конечно, это вот такая, знаете, человеческая потеря очень большая. Конечно, его любимым проектом был Русдрам, и он всегда искренне радовался этому. Вы знаете, я его как-то спросила, почему он, человек, который занимался таким инновационным, да, направлением в бизнесе, почему его так вот привлекает. Он очень любил оперу, очень любил музыку, театр. Он сказал о том, что вот именно это направление ему помогает принимать решения в его главном деле жизни. Да? И мне кажется, его вот ресурсная поддержка, да, его какая-то финансовая поддержка, она была несравнима с его эмоциональной и таким вот личностным включением. Очень трудно говорить и очень трудно осознать, что такое могло случиться. Все время хочется плакать. Я потеряла очень близкого человека, очень близкого друга. Человека, который абсолютно любил искусство в себе. В нем было столько любви к нашему русскому театру в Абхазии. Он столько сделал для своих друзей, он был великим меценатом. И очень трудно потерять его. И я до сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Я сочувствую всем нам, я сочувствую всем друзьям, которые любили и обожали этого человека, потому что он умел дружить. Евгений Яковлевич много лет помогал и Абхазскому драматическому театру. Он тесно сотрудничал с Министерством культуры, благодаря чему было реализовано множество проектов. Я на всю жизнь запомнил, с теплотой буду вспоминать наши с ним беседы. Мы с ним беседовали довольно часто и подолгу. Мысли свои оригинальные он всегда излагал очень доступно. И меня всегда поражало то, как он понимал Абхазию,
особенности абхазской жизни. Он это все понимал до тонкостей. Евгений Палант был влюблен в Абхазию и вкладывал свои силы, опыт и ум в ее развитие. Об этом говорят не только его друзья и знакомые, а в большей степени его дела. Ведь невозможно без уважения и искренней любви к стране развивать бизнес, делать его процветающим и работать на благо общества и государства. Женя был очень хорошим человеком, прежде всего, но, как мне кажется, очень важно отметить его особые качества. Женя Палант был одним из первых инвесторов республики, который успешно реализовал здесь бизнес. Это пример того, как можно жить и работать в Абхазии, участвовать в общественной жизни страны. Очень больно думать о том, что его больше нет рядом с нами. Евгений Палант – это уважаемый человек, это заслуженный человек. Он имел отношение к созданию одной из крупнейших высокотехнологичных компаний в Республике Абхазия и ряд других проектов успешно реализовывал. Мне кажется, что утрата такого человека – это невосполнимая потеря не только для членов его семьи, родственников, но и для того огромного коллектива, который он создал. Кроме вклада в экономику и культуру страны, Евгений Палант был известным благотворителем. Было все – от поддержки благотворительных фондов и еврейской общины до помощи коллегам в период пандемии COVID-19. Евгений Яковлевич был одним из первых, кто поддержал КБФ Ашана и на протяжении 10 лет принимал участие в деятельности фонда. Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Я думаю, что нам понадобится время, чтобы осознать, какого человека и друга потеряла Абхазия. А с недавних пор Евгений Палант являлся соучредителем Универсал-банка. И это тоже был еще один успешный проект талантливого предпринимателя. Был большим профессионалом банковского дела. До глубины он понимал и проблемы, и возможности нашей банковской системы Абхазии. С приходом Евгения Яковлевича в наш банк мы получили большой импульс для работы и роста. Евгения Яковлевича на днях ждали в Абхазии. Вместо долгожданной и теплой встречи печальная весть о смерти. Сегодня А-Мобайл сменила свой логотип на траурный, ведь ушел поистине значимый человек не только для их компании, но и для всей Абхазии. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.